Анализы сданы, анкеты заполнены, ответы на интересующие вопросы получены. А значит, уже ничто не мешает сесть в донорское кресло, откликнуться на беду и спасти чью-то жизнь. Помогать людям у Мухаммада Мальсагова, можно сказать, в крови. Будущий врач на станцию переливания крови впервые пришел 2 года назад. Теперь он уже постоянный донор. В наследство Мухаммаду досталась самая распространенная группа – первая. В больницах она нужна всегда. Первый раз я сдавал в 2018 году. Заранее проинформировали в клубе КДЛ, и после этого я решил создать кровь. У меня возьмут 450 миллиграмм крови, но зато я могу помочь кому-то, вдруг кому-то это поможет, от этого мне хуже не станет. Создать достаточный запас крови и ее компонентов для бесперебойной подачи на все новогодние каникулы. Именно этой целью руководствовались волонтеры-медики. Акция «Я ответственный донор» для них не первая и уверяет, что не последняя. Именно наша инициатива нашего регионального штаба, это не всероссийская акция, проводили крайнюю 3 числа декабря. Вот решили снова в предновогодний период прийти, тоже снова сдать кровь. Причинить пользу, нанести добро, как говорится. Я и сама регулярный донор, у меня сейчас на данный момент планируется уже 15-я кроводача. Я думаю, что к 30 годам уже стану почетным донором. Потребность в обычной крови растет с каждым днем. Сегодня на просьбу откликнулось порядка 20 волонтеров. И это не считая обычных кадровых доноров, в числе которых Магомед Нальгиев. По словам медиков, каждый из доноров может спасти до 3 человек. Так что, можно сказать, на счету мужчины не одна спасенная жизнь. На станции переливания бывает несколько раз в год. И так 6 лет подряд. За этот год где-то 8-й раз уже лежу сюда. Плазмы жглуаз, тромбозиты жглуаз, ани, исчами. Тилуаз, тана, 450 грамм, тица тарсур. На, что се ау стабильно даштилаз. Химиотерапия, операции на сердце, травмы и тяжелые роды. Каждому 3-му жителю Земли хоть раз требуется переливание. По данным Минздрава, ежегодно в стране сдают кровь более 1 миллиона человек. Однако в период пандемии эти цифры заметно сократились. Многие, кто обычно помогает больницам, находятся на самоизоляции. Коронавирус, может, и не совсем обескровил донорскую службу, но активность тех, кто ее сдает, упала практически на 30%. Доноры приходят, сдают кровь. Тех, которые, допустим, вот та кровь, которая вот нам нужна для ребенка, да, для ребенка нужна 3-дневная кровь, то мы вызываем. Никто не отказывается, все приходят. Сегодня нам как бы дали задание, чтобы отрицательную группу, все группы отрицательные позвать. Это для того, чтобы у нас же сейчас выходные дни будут. Если вдруг потребуется свежая новая кровь, да. Врачи напоминают, сдавая кровь, мы не только спасаем чужие жизни, но и в какой-то мере собственные. Снижается риск развития инфаркта и инсульта. Сдача крови, сердечно-сосудистые заболевания, да, отодвигаются на 2-й план. То есть мы можем с уверенностью сказать, что жизнь продлевается где-то на 5 лет. Это за счет того, что да, Всевышний создал нас так, что мы сдаем кровь, да, и за счет этого идет сам организм устроен так, что вырабатываются новые красные тельца. Новая кровь. Это что? Это о том, говорит, омоложение идет организма. Кровь этих добровольцев в больнице попадет не сразу. Сначала она пробудет в холодильной камере при температуре минус 35 градусов, чтобы избежать возможного заражения пациентов. Так называемый карантин продлится около полугода. Тамара Хшагульгова, Маирбек Миржоев, Новости 24.